Чашиделек! Добро пожаловать в Тибет на этой неделе. С вами еженедельные новости о Тибете, его святейшестве Далай-ламе и Центральной тибетской администрации. Коротко о главных событиях. Его святейшество Далай-лама и Центральная тибетская администрация выражают соболезнования в связи с кончиной бывшего президента Индии Пранаба Мукерджи. Его святейшество Далай-лама и Центральная тибетская администрация молятся за выздоровление премьер-министра Японии Синдзо Абе. Тибетцы отмечают 60-летие демократических реформ и отдают дань уважения его святейшеству Далай-ламе. Заявление президента Центральной тибетской администрации о неверном направлении политики Си Цзиньпина в отношении Тибета. Госсекретарь Соединенных Штатов Америки призывает Пекин к диалогу с его святейшеством Далай-ламой. Его святейшество Далай-лама и Центральная тибетская администрация выразили соболезнования в связи с кончиной бывшего президента Индии Пранаба Мукерджи. В письме его сыну Абиджиту Мукерджи его святейшество напомнил, что на протяжении многих лет он имел честь несколько раз встречаться с господином Мукерджи. Последняя их встреча состоялась в 2016 году. Его святейшество отметил, что в течение многих десятилетий господин Мукерджи был неизменно предан государственной службе, занимая важные министерские должности и в итоге стал президентом этой великой страны. Президент Центральной тибетской администрации доктор Лобсан Сенге, выражая глубокое соболезнование от имени тибетского народа и Центральной тибетской администрации, сказал: «В эти дни, полные горя и печали, когда Индия оплакивает невосполнимую утрату, кончину своего великого лидера, в мыслях и молитвах мы всегда с народом Индии и семьей сэра Пранаба Джи». Спикер тибетского парламента Пема Джунгны в письме соболезнования, направленному Абиджиту Мукерджи, сыну Пранаба Мукерджи, выразил свою признательность за встречу его отца с его святейшеством Далай-ламой в 2016 году, невзирая на серьезное противодействие со стороны правительства Китая, а также за поддержку, оказанную господином Пранабом Мукерджи делу Тибета. Во вторник на этой неделе Центральная тибетская администрация закрыла до конца дня офисы и организовала молебен за усопшего бывшего президента Индии, который скончался 31 августа 2020 года в возрасте 84 лет. Его святейшество Далай-лама и Центральная тибетская администрация молятся за выздоровление премьер-министра Японии Синдзо Абе и воздают хвалу его руководству. Премьер-министр Японии Синдзо Абе, дольше всех занимавший пост премьер-министра Японии, подал в отставку по состоянию здоровья 28 августа 2020 года. Тибетский народ молится за его успешное лечение и скорейшее выздоровление. Господин Синдзо Абе, являясь лидером либерально-демократической партии, сыграл важную роль в создании всепартийной японской парламентской группы поддержки Тибета, одной из самых крупных парламентских групп поддержки в мире, состоящей из 93 парламентариев от различных политических партий. На этой неделе тибетцы всего мира отметили День тибетской демократии. Высшее руководство Центральной тибетской администрации присутствовало на церемонии в Dharamsala, посвященной этому историческому дню, и воздало должное его святейшеству за бесценный дар осуществления демократических реформ. В своем обращении по этому случаю Сикёнг доктор Лобсан Сенге отметил, что демократические идеалы его святейшества – это их величайшее наследие. At a very young age, he was enthroned as the leader of the Tibetan people in 1950. He was in his teens. But 2 years later, he established a reform committee to bring or introduce more egalitarian society, to end discrimination within the Tibetan society, so that the poor, the sick, the old, the downtrodden can be helped and can be benefited. В ходе церемонии прошло торжественное вручение сертификатов тибетским студентам, завершившим свое образование, и сотрудникам Центральной тибетской администрации за долгую службу, а также демонстрация документальных фильмов.
В знак уважения к бывшему президенту Индии Пранабу Мукерджи, покинувшему наш мир, Центральная тибетская администрация отменила проведение в этот день культурных мероприятий. В день 60-летия тибетской демократии в лондонском районе Уолтон Форест был поднят тибетский флаг. Кристофер Робин, мэр района Уолтон Форест, поднял тибетский национальный флаг и заверил присутствующих в своей постоянной поддержке тибетской культуры и тибетского вопроса. Our very best wishes to all of you for Democracy Day. It's an important day for us as it is for yourselves, and we hope that you see Waltham Forest as a friend, you see the people of Waltham Forest as friends, and that we continue that friendship and spread the word for the Tibetan people throughout all of the London boroughs. My best wishes from myself and my best wishes from the community in Waltham Forest. Tashi Delhi. Уже третий год подряд тибетский национальный флаг поднимается близ ратуши района Уолтон Форест. Президент Центральной тибетской администрации доктор Лобсан Сенгге высказался о несостоятельности намеченных президентом Китая Си Цзиньпином направлений политики в отношении Тибета, назвав их ошибочными и нереалистичными. Elaborated or introduce major policies and guidelines, but all these guidelines are clear indication that ultimately the Chinese government want to convert Tibet into a Chinese province and make Tibetan into Chinese people. That's their ultimate goal. So they want to, as they say, challenge separatism in Tibet. But actually we all know that as per the vision of His Holiness Dalai Lama and unanimously passed by the Tibetan Parliament exile, our policy is middle way approach, which is to seek genuine autonomy for the Tibetan people. На седьмом центральном совещании, состоявшемся 28 и 29 августа в Пекине, Си Цзиньпин изложил 4 ключевых направления политики в отношении Тибета, включая борьбу с сепаратизмом и китаизацию тибетского буддизма. Представитель Центральной тибетской администрации Карма Чуинг выразил обеспокоенность по поводу политических директив Си Цзиньпина в отношении Тибета. I think this instability, if there are any in Tibet, is because of the repressive and hardline Chinese policy, and this is one thing. And second thing, regarding Tibetan Buddhism, which is a matter of people's faith, it is kind of a joke that you want to, the Chinese government want to infuse communist ideology into Tibetan Buddhism, which is totally different from the Tibetan Buddhist practices. Седьмое Центральное совещание по работе в Тибете является важнейшим форумом Коммунистической партии Китая по вопросам политики в отношении Тибета. Двухдневная встреча стала первой подобной встречей за 5 лет. Выступая на пресс-конференции в среду на этой неделе, госсекретарь США Майк Помпео выразил обеспокоенность по поводу недавних направлений политики Си Цзиньпина в отношении Тибета и призвал правительство Китая вступить в диалог с его святейшеством или его представителями. Госсекретарь Помпео также указал, что Коммунистическая партия Китая ведет четкую и все более активную модель запугивания своих соседей от Тайваньского пролива до Гималаев и за их пределами. We're also concerned about Chinese actions in Tibet in light of the General Secretary's recent calls to synthesize Tibetan Buddhism and fight splitism there. We continue to call upon Beijing to enter into dialogue with the Dalai Lama or his representatives without preconditions to reach a settlement that resolves their differences. На сегодня это все. Всем хороших выходных и до скорых встреч!